рост башкирской лошади было где-то 130-135 сантиметров. И поэтому многие военные России с восхищением, перечисляя вот эти прекрасные качества башкирской лошади, как ее выносливость, неприхотливость, неутомимую работоспособность, все-таки были недовольны тем, что она не имела такого внешнего вида. И была поставлена задача где-то к концу XVIII, начале XIX века, чтобы из нее сделать прекрасную военную лошадь, потому что она по всем качествам удовлетворяла требованиям военной лошади. Для укрупнения башкирской лошади стали открывать ремонтные конные заводы на территории Баймакского района, и в ряде районов также были такие конные заводы. Туда закупались самые лучшие башкирские кобылы. И покрывались жеребцами донской породы, верховной породы, русской рысистой породы и так далее. Таким образом, даже тяжеловозные породы использовались для укрупнения лошадей. Получали поместный молодняк. Однако поместный молодняк, будучи в прекрасном виде летом, зимой вымирал почти полностью, не выдерживая условий табунного содержания. И таким образом огромные табуны башкирских лошадей были загублены из-за того, что укрупнение шло по неправильному пути. Мы, научные сотрудники, укрупнением башкирской лошади занимались при чистопородном разведении, то есть при спаривании башкирских кобыл с башкирскими жеребцами. Вот нами установлено, что это самый эффективный способ использовать башкирскую лошадь. Башкирская лошадь прекрасно она поддается на совершенствование условий кормления и содержания. Вот по моим данным, за 50 лет чистопородного разведения, начиная мы отсчет ведем с 1945 года, когда началось чистопородное разведение и прекратили всякие скрещивания по приказу обкома нашей республики, рост башкирской лошади увеличился на 10-12 сантиметров за 50 лет. Таким образом, то, чего не могли добиться военные путем скрещивания, межпородного скрещивания, легко можно добиться при чистопородном разведении.